Указ о мерах по развитию агропромышленного комплекса подписал накануне глава государства Садыр Джапаров. Какую роль играет аграрный сектор в развитии страны? Какие созданы условия для крупных агропромышленных предприятий? Какие меры необходимы для развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, повышения экспортного потенциала агропромышленного комплекса и стимулирования отраслей аграрного сектора? Об этом и не только мы поговорим в программе «Еще не вечер». В студии работает Чолпон Медетбекова. Здравствуйте. И для обсуждения этой темы у нас в гостях заведующий отделом аграрной политики и экономического прогнозирования Министерства сельского и водного хозяйства и развития регионов Эмильбек Декманов-Сагындыкович. Здравствуйте. И генеральный директор ОСО Эльдан Аталык Турат Укубаев. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. И мой первый вопрос. Вообще, какую роль играет агропромышленный комплекс в развитии страны? Позвольте мне. Агропромышленный комплекс нашей страны действительно играет большую роль в развитии нашей страны. Агропромышленный комплекс является приоритетным направлением нашей страны. В нем задействовано много отраслей: растениеводство, животноводство, пищевая и перерабатывающая промышленность, ветеринария, водное хозяйство. Короче, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс – это большая отрасль в экономике Кыргызской республики. Турат Галиярович, расскажите, пожалуйста, о значении аграрного сектора в развитии экономики. Я бы на первое место поставил бы тот факт, что в сельском хозяйстве задействовано или же трудоустроено более 60% трудоспособного населения страны. Более 60%. Второе, от степени развития сельского хозяйства зависит в первую очередь развитие регионов Кыргызстана, в первую очередь отдаленных регионов. Если мы говорим о переселении граждан страны, то на первое место выходит вопрос развития регионов. И сельское хозяйство в программе развития страны занимает, будем говорить, наверное, главное значение по этим вещам. Вот на вчерашнем эфире «Еще не вечер» по развитию сферы сельского хозяйства была озвучена информация, что доля сельского хозяйства составляет всего 13-14% ВВП. Вот вы являетесь директором крупного агропромышленного холдинга, занимающийся и растениеводством, и животноводством, и семеноводством, и лизингом. Традиционно республика у нас считается аграрной, но статистика указывает на обратное. Почему в последние годы отмечается такая тенденция? Доля занимаемой сельским хозяйством ВВП – это не тот показатель, который говорит о характеристике страны. Допустим, это говорит о том, что в соотношении с горнодобывающей промышленностью или же, допустим, с энергетикой, с розничной торговлей, допустим, сельское хозяйство в сравнении занимает позицию 15%. Но по степени важности и доли занятого населения она является аграрной. По территориальному площади, если смотреть, то 7% всего территории пригодно для сельского хозяйства в Кыргызстане. 7% от площадей, общей площади. И поэтому остальные 93% отчасти заняты и в энергетике, в горнодобывающей промышленности. И, конечно же, сравнивать, допустим, объемы в стоимостном выражении сельхозпродукции, которая в первую очередь производится в СОМах, а, допустим, добыча золота производится, естественно, и оценивается в мировых валютах, то, конечно же, сельское хозяйство в этом отношении смотрится, может быть, не совсем значимо, как казалось бы. Но если мы посмотрим на вопросы продовольственной безопасности, значит, зависимости населения от стоимости продуктов питания, то, конечно же, значение агросектора Кыргызстана, значит, трудно недооценить, переоценить.
Уважаемые телезрители, хочу напомнить вам, что у нас работает телефон прямой линии. Если у вас появятся вопросы, вы также можете позвонить нам в студию по номеру 0312 67 04 76. Наш номер вы видите у себя на экранах. Эмильбек Сагындыкович, новое правительство приняло кардинальные меры в сфере аграрной политики, включив в Минсельхоз все структурные подразделения, которые ранее были, скажем так, оторваны от Министерства сельского хозяйства. Как вы считаете, дает ли это надежду на возрождение аграрного сектора в Кыргызстане? Безусловно, безусловно влияет. Раньше в министерстве задействованы были 7 департаментов, 4 центра всего. Остальные службы переданы в другие государственные органы. Например, департамент водного хозяйства было передано отдельный государственный орган. Все земельные вопросы отданы были в Государственное агентство по земельным ресурсам. Ветеринарная служба отдана была отдельным государственным органам. Остальные мелкие службы тоже были отданы другим государственным органам. Недавно сейчас готовится проект постановления правительства Кыргызской Республики о реорганизации государственных органов исполнительной власти в Кыргызской Республике, в соответствии с которым в министерство преобразуется в Министерство сельского водного хозяйства и развития регионов. В соответствии с этим постановлением министерство передается бывшее Государственное агентство по водным ресурсам при правительстве Кыргызской Республики, бывшее Государственное агентство по земельным ресурсам, Государственное агентство по охране окружающей среды лесного хозяйства, часть этого агентства, Государственное агентство по местному самоуправлению межэтнических отношений при правительстве. Кроме того, Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызской передается в ведение министерства. Конечно, с передачей этих государственных органов в ведение министерства, конечно, безусловно, влияет на деятельность министерства, потому что за министерством сохраняется главная задача. Задача – это обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. И в обеспечении продовольственной безопасности эти службы обязательно влияют на обеспечение этой главной задачи нашей страны. Спасибо. Турат Галиярович, вот как вы считаете, в целях развития и стимулирования какие созданы условия для крупных агропромышленных предприятий? Согласно этого указа. Ну, я бы сказал в первую очередь, что мы полностью, как реальный сектор экономики, как представитель реального сектора экономики, хочу сказать, полностью поддерживаем данный указ. Значит, для нас, будем говорить, это приятный, будем говорить, факт, что, будем говорить, обычные простые логические вещи, значит, достаточно долго не решались в агросекторе. И вот объединение, допустим, всех органов, так или иначе задействованных, значит, в вопросах сельского хозяйства, объединены под одним Министерством сельского хозяйства, это действительно хорошее первое решение, наиболее важное, которое позволяет реализовывать программы развития и вопросы, стоящие перед сельским хозяйством Кыргызской Республики. Спасибо. Турат Галиярович, как повысить эффективность использования и рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения и пастбищ? Хороший вопрос. Во-первых, в Кыргызской Республике в настоящее время числится около 10,5 миллионов гектаров земли сельхозназначения. Из них земли пашни составляет 1 200 000 гектаров. Это все составляет всего 7%. А из всей земли земли пашни составляют всего 4%. 4%. В настоящее время у нас из оборота вышли около
400 тысяч гектаров земель сельхозназначения из оборота вышел. То есть не используется. Кроме того, не используется около 56-57 тысяч гектаров земли из земель Государственного фонда сельхозводий. В настоящее время правительством, министерством Почему и другими... не используется? Потому что, знаете, в период проведения земельной и аграрной реформы все земли распределены, земельные доли и на фонд сельхозводий. Вот. Когда начали использовать земли сельхозназначения, отдельная часть земель сельхозназначения брошены, то есть не используются, потому что они отделены, то есть находятся в отдаленной местности, каменистость, засоренность, засоленность. Такими причинами эти земли не используются. Наличие этих земель составляет в пределах 56-57 тысяч гектаров земли. Сейчас нами предпринимаются меры, чтобы ввести в оборот этих земель. Недавно мы приняли в правительстве проект постановления, разрабатывали и направили на рассмотрение правительства о введении в оборот этих земель. Там есть меры, некоторые меры. Но одним из этих мер является введение в оборот земель, Государственного фонда сельхозводий. Турат Галиярович, тот же самый вопрос. Вот как вы считаете, насколько эффективно используются земли сельхозназначения? Я поясню. Значит, долинные земли, в основном поливные и пахотные земли, они прекрасно используются на самом деле. Мы ведем речь, и в этом указе, в данной строке поднимаются в первую очередь те земли, которые действительно используются. Что мы имеем в виду? Это, конечно же, багарные земли. Это те, которые не водообеспеченные земли. Значит, те земли, которые, допустим, находятся выше источников воды. Значит, это склоновые земли, это земли Среднегорья. Среднегорья Кыргызстана. Надо сказать, что в Среднегорье Кыргызстана на высоте, а мы называем это земли на высоте свыше 1500 метров до 1800 метров, они также могут быть пахотными землями, и они точно также могут быть введены в севооборот, но ввиду, будем говорить так, ряда объективных причин, они переведены на сегодняшний день в пастбища и используются, будем говорить, не самым лучшим образом. Вот, то есть я бы сказал, что основу будет составлять в этом пункте и это багарные земли, склоновые земли и земли Среднегорья. Мы находимся и живем в горной стране, нам нужно научиться использовать тот потенциал, который нам дает именно вот горный рельеф. Вот. Есть страны, у которых есть опыт соответствующий. Вот. И те земли, я вам скажу, примерно в Среднегорье у нас находится порядка 200 тысяч гектаров земли, которые можно было бы ввести в севооборот. Вот об этом речь идет. В последнее время, мне кажется, что вот потихонечку начинает развиваться садоводство и виноградарство. Как представитель частного предприятия, скажите, пожалуйста, какие существуют проблемы в этом направлении? Давайте коснемся и проблем тоже. Ну, смотрите, если будем говорить об использовании склоновых земель. Склоновые земли – это обычно присельские пастбища. Это те земли, которые, допустим, сложно поливать. Значит, источники воды достаточно, будем говорить, могут быть ниже уровня значительно или требуется какое-то механизированное полива. Что для этого нужно? Для этого нужно в первую очередь электрификация. Электрификация данных полей, то есть нужно какие-то устанавливать насосы. Второе, нужно использовать надземные или же подземные источники воды. До последнего, вот до выхода этого указа, для того, чтобы использовать подземную воду, необходимо было получить лицензию. Лицензию выдает вообще не Минсельхоз, а выдает, допустим, ГКПН. Да? Вот. И эта процедура очень сложная, я вам скажу, занимала сама процедура получения лицензии до года. Значит, следующее, эти земли, как пастбища, они выдавались в аренду значит, фермерам на срок до 5 лет. Значит, никто в такие сроки как бы не будет вкладываться в основные средства, прокладку труб, установку насосов и все прочее. Значит, вот эта строка указа и говорит о том, что, во-первых, нужно срок аренды удлинить, значит, передавать в аренду фермерам длительный срок, значит, облегчить условия, значит, получения разрешительных документов на электрификацию данных полей,
значит, прокладку всякой необходимой системы водоснабжения. И только потом откроются как бы условия для уже развития садоводства или более интенсивного использования этих склоновых земель. И хочу заметить сразу, что 1 гектар сада на склоновых землях дает порядка 30 рабочих мест. 30 рабочих мест. Значит, вот представляете, о каком потенциале мы ведем речь? Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Можете задать свой вопрос. Вы в эфире. Алло. Здравствуйте. 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 Откуда звоните вы? Я из Токмака звоню. Ага. Мы вас слушаем. У меня вот такой вопрос. Земли у нас хорошо используются, все частные, поэтому все стараются максимально хорошо использовать. Но дело в том, что после акаевских реформ наши земли больше похожи на огороды, а не на поля. Поэтому необходимо укрупнять. Как вы хотите укрупнять? Что вот если создавать, как некоторые говорят, кооперативы, мы уже практику такую проходили в Советском Союзе. 70 лет колхозы просуществовали, но эффективность свою не доказали. В целом вопрос понятен. Но проблема мелкотоварности остается. Как его решить? Спасибо большое. Понятен ваш вопрос. Действительно, он прав. Здесь у нас в сельском хозяйстве сильно развит мелкотоварное производство. Сейчас занимается с этим производством около 450 тысяч сельских товаропроизводителей. Из них около 350 тысяч это крестьянские фермерские хозяйства, которые получили земельные доли в малом размере, и они сами обрабатывают, сами используют эти земли. Конечно, земельный участок раздробленный по земельным долям. В мелких участках они находятся, мелких участках. Действительно, сейчас у нас это проблема, большая проблема. Консолидация земель – это наша боль, проблема большая. В этом направлении сейчас мы работаем, министерство работает. В скором времени мы подготовим новый проект закона о сельскохозяйственной кооперации. И как раз мы будем освещать эти проблемные вопросы именно в этом законе. После принятия этого закона будем подготовить подзаконные нормативные правовые акты правительства Кыргызской Республики. И там мы освещать будем эти вопросы. Будем решать, конечно. Какие пункты будут содержаться? Например, консолидация земель, да? Укрупнение. То есть увеличение площадей. В этом направлении будет вестись большая работа. Недавно, прошлые годы мы работали с этим вопросом, однако у нас не получилось, у министерства не получилось, действительно не получилось, потому что, знаете, в этом вопросе много противоречивых течений там у нас не получилось. Сейчас теперь мы хотим по-другому работать в этом вопросе. Будем вести работу. А вообще, какие меры необходимо принять для создания логистических центров для сельскохозяйственной продукции? В настоящее время у нас в Кыргызстане действует около 14 торговых центров. Из них 7 торговых центров именно по сельскому хозяйству. Из них крупных торговых центров мы считаем торговый центр, который находится в Сокулуке, это агропродукт, и в городе Балыкчы, это Аберон. И сейчас создаются и другие торговые центры в Атбаше, в Кочкоре, создаются и на юге страны создаются. Одним из проблем развития торговых центров является отсутствие финансовых средств. Действительно, у нас в республиканском бюджете не рассматривается государственные бюджеты на развитие торговых центров. Торговые центры строятся на средства частного сектора, на средства других спонсорских международных доноров.
Нам дозвонился еще один телезритель. Давайте послушаем его вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Евгений Мартынов. Я из Сокулукского района, сельхозпроизводитель. Хотел бы задать вопрос Укубаеву Турабеку Галиярычу. Можно? Да, конечно. Добрый день, уважаемые участники. Добрый день, Турабек Галиярыч. Ваш вопрос? Я хотел бы вам задать вопрос в плане семеноводческих хозяйств. Мы знаем, что вы производите очень высококачественные семена различных семена различных культур сельскохозяйственного значения. Мне хотелось бы у вас спросить, как бы вы прокомментировали тот вопрос с предоставлением земель сельхозназначения аильными аймаками для сельхозпроизводителей, я имею в виду семеноводческих хозяйств. И есть ли у вас проблемы в этом направлении? Хорошо. Спасибо за хороший вопрос. Речь идет о недостатке земель, площадей у семеноводческих предприятий для увеличения объемов семян. На самом деле наличие качественных семян на рынке, будем говорить, недостаточно. И одна из проблем – это то, что у нас официально зарегистрировано достаточно большое количество семеноводческих предприятий, но на деле, семена производят, сертифицированные семена производят сравнительно небольшое количество семеноводческих предприятий. Это первое. Второе, то, что аилукметы, являющиеся владельцами, управляющими землями ГФСУ, не всегда заинтересованы, будем говорить, в решении государственных вопросов, в частности семеноводства или же сельского хозяйства, а их задача, в первую очередь, это пополнение своих собственных местных бюджетов. И земля ГФСУ зачастую уходит в руки каких-либо, будем говорить так, временных фермеров каких-либо, заинтересованных в максимальной прибыли и, допустим, не соблюдения севооборота или же качественной обработки почвы. И в итоге семхозы, крупные семхозы, мелкие семхозы остались без земли. И вот этот указ, в частности, и направлен на то, что там речь идет о том, что передача части земель ГФСУ в уполномоченный государственный орган и передача земель для поддержания семеноводческих, племеноводческих хозяйств. Я думаю, если этот указ будет реализован в этой части, то этот вопрос будет, я думаю, что решен. На самом деле это действительно очень горячий вопрос. И мой подытаживающий вопрос, Эмильбек Сагындыкович, адресован вам. Хочу зачитать пункт указа. Внедрить цифровые технологии в сельском хозяйстве с элементами электронной коммерции для обеспечения прослеживаемости и безопасности сельскохозяйственной продукции. Вообще, какая политика ведется по цифровизации отрасли? Можете ответить коротко, пожалуйста. Сейчас в министерстве у нас работает специальное подразделение, называется государственное предприятие Айлмалымат. Вот в этом органе сейчас мы начали формировать цифровое сельское хозяйство. И этот подразделение собирает все данные, связанные с сельским хозяйством, и будем освещать, и будем размещать на сайте министерства, и на сайте этого органа, и будем ознакомливать всех сельских товаропроизводителей. В этом цифровом портале будет размещены количество сельскохозяйственных угодий, количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, адреса, сколько производит, сколько продает. Все информации здесь будет размещены, и будет доступно всем сельскохозяйственным производителям. Ну что ж, спасибо вам, дорогие гости. К сожалению, на этом наше эфирное время подошло к концу.
Это была программа «Еще не вечер». Сегодня мы разговаривали об указе президента по развитию агропромышленного комплекса. В гостях у нас были заведующий отделом аграрной политики и экономического прогнозирования Эмильбек Кадыкманов и генеральный директор ОСО Эльдан Аталык Турат Укубаев. До скорых встреч в эфире.